Добрейшие! Дорогие друзья, в эфире передача «Утро Калмыкии» и с вами ее ведущая, я, Юля Махалиева. Каждое утро я вас агитировала делать зарядку, ноги на ширине плеч и прочее, но сегодня особенное утро, и эту зарядку я сделаю вместе с вами, дорогие друзья. Так что давайте, становитесь, не ленитесь, потянулись, улыбнулись и вперед! Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна. Сегодня я провожу зарядку. Повторяйте вместе с нами. Начните утро бодро. Итак, первое упражнение у нас будет на пресс. Встаем в планку. На прямые руки. У нас 4 точки опоры. 2 ладони, ноги, животик втянут. Тело находится в одной плоскости. И одной ножкой мы отшагиваем в сторону, возвращаем ее назад и тоже делаем другой ногой. Живот все время держим втянутым. И раз, два, три, 4. Еще раз, два, три, 4. Немножко можно упростить и опуститься на локти. То же самое. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Повторений нужно сделать 20. Следующее будет тоже планочка, называется высокая-низкая. Мы встаем на прямые руки и опускаемся на локти. Вверх, вниз. 2, 3, 4, 5. Животик держим. 6, 7, еще 2, 8, 9. Хорошо. Следующее упражнение называется ягодичный мост на одной ноге. Ложимся на спинку, лопатки вместе. Лопатки вместе, лежим на спине, на лопатках. Руки вытянули вдоль коврика, вдоль тела. Закинули одну ногу на другую и поднимаем таз наверх. Подняли и опускаем вниз, не касаясь коврика. И делаем таких 20 движений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, теперь меняем ногу, закидываем другую. То же самое на второй ноге. 1, 2, пятку не поднимаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10 повторений. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, отлично. Теперь мы разворачиваемся на живот, ложимся, ноги положили прямые на полу, руки вытянули вперед, на весу держим. Опустили глаза в пол, подбородок вниз, голову не поднимаем. Заводим одну руку, касаемся ягодицы верхней точки. Вернули ее. То же самое делаем второй рукой. 1, 2, 3, 4. Шею не прогибаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, поднимаемся. И следующее упражнение будет выпад вперед-назад. Когда мы делаем выпад ногой, у нас угол и одной, и второй ноги должен быть 90 градусов, прямой угол. Сели, отталкиваемся пяткой, с пятки на носок. Поднялись и шагнули назад. То же самое. 1, 2, 3. Выполняйте 10 повторений каждой ногой. 4, 5. Назад. Хорошо, девочки. 6, 7, 8. Спина прямая. 9 и 10. Хорошо. И то же самое делаем второй ногой. Шагаем вперед. 1. Назад. Вперед. Назад. Это 2. 3. 4. 5. 6. Терпим, девочки. 7. 8. 9. 10. Хорошо. Сейчас мы снова ложимся и сделаем упражнение на пресс. Ноги согнули, руки вместе, вытянули перед собой, ноги сделали шире, колени шире развели. И на выдохе поднимаемся наверх, округлили поясницу, округлили спинку. И на выдохе мы поднимаемся наверх. Выше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Девочки, все хорошо? Вот и все. Если вы сделаете такую зарядку, то проснется все ваше тело, и вы целый день будете порхать. Очень продуктивный день будет. Ой, друзья, ну что ж, после такой зарядки можно смело идти на кухню и к горячему кофейку сделать завтрак. Короче, берем рассыпчатый творог, муку, яйцо и сахар добавляем. Видишь, как я вилкой это все мешаю? Вот не надо, так не делай. Просто через сито, либо миксером доведи до нужного состояния и все. Поверхность покрываем мукой и делаем из нашей смеси колбаску. От этой колбаски отрезаем по кусочку, слегка придаем форму рукой, а потом стаканом используем магию вне Хогвартса, чтобы была вот такая вот красота. Обжаривая все это дело с двух сторон. Перед подачей, естественно, сметана, и все. Идеальные сырники готовы. Друзья, а мы продолжаем наш эфир, и сегодня утром у нас два третьекурсника медколледжа, Савр Надбитов и Валентина Лаврентьева. Доброе утро! Доброе утро! Вы подтверждаете тот факт, что у нас гости всегда интересные, классные, необычные. Мы пригласили вас, потому что вы совсем недавно были в коммунарке. И вы что там делали? Расскажите подробнее, как все это случилось? Ну, изначально я расскажу о себе. Вот я студентка 3-го курса специальности лечебное дело. В медицину я пришла не сразу. В 2019 году я поступила на первый курс уже на базе высшего технологического образования.
Как это произошло? Ну, вообще это была моя заветная мечта с детства, но в связи с личными обстоятельствами после окончания школы я не поступила в мединститут. И, можно сказать, к 27 годам, именно в 2019 году, я подошла, наверное, к стадии интеграции, понимания своего статуса, своего места в жизни, своего назначения, о том, чем я хочу заниматься, какую пользу я хочу приносить людям. И, в общем-то, я решила свою мечту все-таки приблизиться к ней. Моя семья, мои близкие меня поддержали. Собственно, сейчас я уже, получается, 3-й год нахожусь, обучаюсь в медколледже. Я считаю, что я справляюсь со своими задачами, обучаюсь на отлично. С сентября этого года приезжал по приглашению Бадмы Николаевича Башенкаева Денис Николаевич Проценко, главврач коммунарки, на рабочую встречу, в ходе которой была проведена беседа с нашими студентами. И Денис Николаевич, собственно говоря, изъявил желание пригласить наших лучших студентов на профессиональную стажировку в его больницу. В ноябре проводился конкурс, который состоял из 3 этапов. Первый этап — это допускались студенты с оценками 4,5, обязательная вакцинация, наличие санитарной книжки. Второй этап — это было подтверждение своих профессиональных навыков, то есть это проведение аккредитации в форме экзамена. И, в общем-то, по итогам уже конкурса были известны имена тех студентов, которые будут достойно представлять нашу республику, можно сказать так, на региональном уровне в городе Москва. Савар, все действительно так и было? Да, Подтверждайте. Так было, то, что был тяжелый отбор, конкурс. Самое тяжелое было это аккредитация, то есть нужно было показать себя, то, что именно ты достоин ехать на коммунарку. В общем, это интересно, мне понравилось. А как вообще ты оказался в медицине? В медицине оказался то, что в детстве очень интересовался врачами. У меня есть родственники, которые работают по этой специальности. То есть я наблюдал за ними, когда приходил к ним. Так получилось, что мама в детстве тоже хотела поступить на врача, но и в итоге исполнил мечту ее я. И вот сейчас я здесь учусь и хочу в дальнейшем дальше идти. А сколько всего человек было отправлено в коммунарку? Нас было 5. Всего 5. А пробовалось гораздо больше? Да, было очень много подано заявок, но их рассматривали. Также нужно было написать эссе на тему, почему я именно должен ехать в коммунарку. Однако. В результате конкурсного отбора было принято решение о том, что именно мы, нас 5 человек, мы едем защищать честь своей малой родины, так сказать, все-таки. На нас смотрели, это первый раз за историю, наверное, медколледжа, когда наши студенты выезжают в Москву, показывают свои навыки. И я думаю, что мы оставили о себе очень такое хорошее впечатление. Это по порядку, подождите, давайте теперь. Вот вы приехали, что вы там делали? Пребывали мы там с 21 ноября по 28 ноября. Приехали мы туда в воскресенье, заселились в отеле 4 звезды. Подъем у нас был в 6 утра. Ехали мы на работу, то есть там же одеваемся в костюмы СИЗы, в противочумные костюмы, халаты. Имеется там чистый шлюз для одевания сотрудников. Далее мы распределяемся по отделениям, то есть каждый студент определяется в отделение, допустим, анестезиологии, реанимации, приемное отделение, терапевтическое отделение и хирургическое, гнойной хирургии. А вам не показалось, что неделя — это мало? Ну, конечно же, хотелось бы подольше побыть, но даже несмотря на то, что мы пребывали там неделю, мы получили очень много таких ярких впечатлений. То есть там лежат, это клиника специализируется именно на ковидных больных. Ну, да. Да. Также мы участвовали и в перевязках тяжелобольных пациентов, которые находятся в послеоперационном периоде. Также мы участвовали в проведении операции, ассистировали врачам.
там работают и кандидаты медицинских наук, доктора, профессоры. То есть это, конечно, Все серьезно. да, это для нас большая честь была. Также ассистировали, помогали, то есть все, что закреплено за отделением, то есть нам то, что веряли, какие полномочия, мы их исполняли. Савр, а ваши впечатления об этих Да, 7 действительно, днях? 7 дней это очень мало, но за эти дни мы распределились каждый по отделению, то есть каждый день мы переходили в новое отделение. Действительно, персонал там очень хороший, то есть в плане работы они специалисты своего дела. Несмотря на то, что загруженность большая очень, они всегда уделяли время, то есть если что-то непонятно, они спрашиваешь, они всегда уделяют время и очень вежливо все отвечают. Также вот на операциях, когда мы были, мы тоже, да, ассистировали хирургам, врачам, и даже в этот момент они говорили, если что-то непонятно, спрашивайте. То есть в таких тяжелых ситуациях они все равно успевали уделять время. Пока вы были там, что вас больше всего удивило? Данная клиника очень автоматизирована, то есть это престижная клиника, одна из ведущих в Москве. Имеются аппараты для оксигенации, полного насыщения крови кислородом пациентов, на которых находятся тяжело больные ковидные. Также есть аппарат для сердечно-легочной реанимации, то есть он исключает возможность травматизации пациента, то есть перелома ребер и грудины пациента, которые мы осуществляем если при ручной реанимации, и совершает непрямой массаж сердца. Также эффективность данного аппарата мы проверяем сразу же на мониторе. Савр, а что тебя удивило? Масштаб самой больницы сам, то, что там у нас действуют не санитары, как младший медперсонал, как обычно, а клининговая служба. У них нанята, у них целый штат, то есть они распределены по своим местам. То есть некоторые что-то делают, там, отвезти пациентов, убрать. А медсестры, они берут просто анализы, кровь лечат и все. То, что еще больше удивило, это пневмопочта. Так, и что это? Пневмопочта это они берут забор крови, ложат капсулу, ложат стенку и отправляется сразу в лабораторию. Да, соответствующее диагностическое отделение, то есть это и бак-лаборатория, и то есть эндоскопическое отделение, то есть бактериологическая, вирусологическая лаборатория. То есть они путем нажатия нескольких кнопок сразу же эта капсула отправляется в КДЛ. Для скорости. Да, это очень повышает эффективность и, так сказать, мобильность очень такая налаженная. Ну, сразу мысли, ого, будущее уже наступило. Да. То есть между медсестры одного отделения и другого они, собственно, не контактируют. Это исключает вот тоже контагиозность заболевания, да, в связи с сложившейся ситуацией с ковидными больными. Некоторые отделения закрыты на карантин. В общем-то, вся зона, в которой мы работали, это красная зона. Еще бы я что хотела отметить, это как работают этико-деонтологические аспекты в работе медперсонала между собой, то есть это работа врача и медсестры, также отношение медперсонала и к пациенту совершенно на таком высоком уровне, благодаря которому эффективность лечения сводится к максимуму. То есть иногда говорят же, что пациента можно вылечить не только медицинским уходом, но и также добрым словом. То есть пациенты тяжелые только что после операции, и им необходимо именно эта забота, это отношение, которое они смотрят такими глазами, которые хотят жить. Это просто надо видеть на самом деле. Самое главное в нашей работе, я считаю, это обладать такими качествами, как милосердие, сострадание. И, конечно же, надо свою работу любить. Если ты пришел в медицину, это решение должно быть обдумано, так как от этого зависит жизнь и здоровье пациентов и здоровье населения в целом. Я полностью согласен со словами своей коллеги. Это самое главное — это милосердие, сострадание, и то, что от нас зависит жизнь человека, будущее человека. Также хочу сказать, что качество работы самого медперсонала.
То есть там идет, они могут работать даже не разговаривая, они знают строго, что каждый выполняет. На операциях мы были, просто хирург вытягивает руку, ему все подают, и он молча все делает. Не как в кино, скальпель. Да. То есть вот они и молча тампон. все делают, они в основном даже не разговаривают, и просто вытягивают руку, ему все подают. И каждый знает, что в Каждый какой знает, момент. каждый знает свою работу. Понимание доведено просто до автоматизма. И они друг другу доверяют, то есть в любой момент поддержат, помогут. То есть там коллектив сплоченный, как единый организм. Вот что важно, на ваш взгляд, привнести в наши больницы, да? Дезинфицирующие средства на каждом шагу. В случае там пореза или повреждения первых перчаток, ты их снимаешь, дезинфицируешь, одеваешь вторые хирургические. Также мы надевали по 2 маски, то есть маска и еще и респиратор. В первые дни, конечно, это было тяжело находиться в этой всей амуниции, мы потели, было, конечно, непривычно, но уже потом привыкли и, в принципе, уже шли в клинику как на работу. Очень понравилось. Только успели привыкнуть, Да. и уже надо уезжать, да? Хотелось бы, конечно, подольше провести время вот именно в такой престижной клинике с такими специалистами. Это, конечно, И дорогого стоит. И вообще не боялись заразиться вообще? Нет. Что? Почему? Мы были под впечатлением. Да, то, что защита хорошая, дают очки. Полностью спонсировали. Все, что носят врачи, нам дали то же самое. То есть не было никакого разделения. Это тебе. То есть все было на высшем уровне. Сейчас мы открыли дорогу другим курсам. То есть в дальнейшем это должно развиваться, и многие студенты будут набираться опыта так же, как и мы. Если позовут еще раз, поедете? Конечно. Однозначно, да. Мне кажется, любой из нас, да, ответит положительным. Потому что это такой опыт, вот просто мы взяли нас, как говорится, из обычной жизни поместили вот именно в само пекло, вот, в такую работу, которая предполагает скорость, вот, профессиональные свои навыки показать. И нужно все работать слаженно, и к этому привыкаешь очень быстро. Ну да, к хорошему быстро Ты не привыкаешь. успел отойти еще от этого больного, тут уже там другое отделение. И, в общем, столько насмотрелись, что вот за 3 года обучения в медколледже, сколько мы здесь проходили практику, мы такого просто не посмотрели за 3 года, сколько мы там увиделись за неделю. Там идет своя жизнь своим руслом, то есть как будто время идет быстрее даже. Вот мы пришли, и буквально час прошел, как будто бы, и мы уже выходим. Ну, это действительно очень быстро все проходило. Хорошо, друзья, время нашей доброй традиции, когда наши гости желают что-нибудь хорошее зрителям. Ну, в условиях сложившейся ситуации хочу прежде всего пожелать всем крепкого здоровья, цените друг друга, цените каждый миг, проведенный со своими близкими, добивайтесь своих целей упорным трудом, терпением, будьте счастливы. Хочу пожелать, да, также крепкого здоровья, берегите себя. Сейчас сам трудный период коронавируса, идет сопутствующие болезни. Заботьтесь о своих близких, особенно в пожилом возрасте. Ну а сейчас, друзья, ответы на ваши вопросы от юриста. Внимание на экран. Хотела задать такой вопрос. Моя коллега гуляла со своей собачкой, и из частного сектора сорвалась собака с цепи, большая, напала на собачку и загрызла ее насмерть. Что делать в таком случае? Тут возникают гражданско-правовые отношения. Согласно 137 статье, к животным применяются общие правила об имуществе. В этом случае виновна будет та сторона, чья собака загрызла другую собаку. Конечно же, необходимо в этом случае установить собственника собаки. Вот. Ну, тут возникают сложности, потому что многие собственники будут отказываться, говорить, что это не их собака, и как доказать в этом случае. Но, опять же, есть свидетельские показания, можно обратиться к камерам видеонаблюдения, допустим, либо же к чужому мнению, то есть свидетели какие-то есть. Вот. Ну, опять же, подается иск в суд, и, опять же, для кого-то это будет вопрос морали, установить стоимость собаки.
потому что, поскольку это гражданско-правовые отношения, необходимо установить стоимость, цену иска, конечно же, указать. Поэтому можно взыскать как стоимость собаки, если это породистая собака, она была куплена, также и моральные издержки, которые человек понес в связи с утерей любимого питомства. То есть в этом случае необходимо, конечно же, собрать доказательственную базу. Этим может служить и свидетельские показания, этим может служить и записи с камер видеонаблюдения. Если это происходило в частном секторе, то, скорее всего, многие собственники устанавливают на своих заборах камеры, можно к ним обратиться, запросить. Соответственно, составить иск, приложить все необходимые доказательства и обратиться в суд уже с конкретными требованиями о взыскании ущерба, который причинила сторона. Срок исковой давности по данным делам составляет 3 года. При достаточно подробном сборе доказательств можно с легкостью выиграть это дело, потому что для судьи это ничем не будет отличаться от подобного дела, когда просто испортили чужое имущество, и все. То есть основания одни и те же. Ну а сейчас время узнать, что интересного произошло у нас в степной столице. Желающие сдать ЕГЭ в 2022 году могут подать заявление на участие и выбрать предметы для сдачи до 1 февраля. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Калмыкия. Итоговая аттестация предусмотрена по русскому языку и математике. Обязательные предметы, а также по предметам по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии. Заявление на участие в ЕГЭ подается в школе, в которой обучается ученик. Выпускники же прошлых лет могут направить заявление в Управление образования администрации листы. При себе необходимо иметь аттестат об образовании, оригинал и копию паспорта и СНИЛС. Студенты системы СПО при подаче заявления предоставляют справку с места учебы. Об истории калмыцкого танца, а также его реформе рассказали на брифинге представители творческой интеллигенции. По словам заслуженного артиста Калмыкии Анатолия Ачирова, автора книги «Нельзя вернуться в прошлое», в 1871 году в Европе состоялось первое в истории коммерчески успешное выступление ансамбля «Калмыцкий караван». Концертная программа имела ошеломительный успех у публики. Труппа калмыцких артистов посетила многие крупные города Европы, такие как Дрезден, Цюрих, Базель, Франкфурт на Майне и Париж. Народ шел нескончаемым потоком. С этого момента началась биография нашего коллектива национального, который уже дальше под именем «Калмыцкий караван» гастролировал по Европе. Калмыцкая культура имеет глубокие корни и была актуальна и востребована еще 2 столетия назад. Многих привлекала экзотичность, красочность представления, а главное – профессионализм артистов, которые также выполняли на сцене акробатические элементы. Количество зрителей достигало до 90 тысяч человек в день. В ходе беседы художественный руководитель журнала Сергей Бадендаев продемонстрировал зарисовки быта калмыков, автором которых является Иоганн Генрих Хассельхорст, немецкий художник-портретист и мастер жанровой и исторической живописи. Столько много аргументов, говорящих в пользу, что наша культура, наши первые танцевальные творческие коллективы были профессиональными, были, как говорится, высокооплачиваемыми и потрясли в свое время грандиозно, как может быть и даже грандиозно. Вот такой небольшой этнос потряс целую Европу. Калмыцкие кикбоксеры достойно выступили на чемпионате и первенстве Волгоградской области, которое прошло в минувшие выходные. В соревнованиях также приняли участие команды Астраханской, Самарской областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия. Ассоциацию кикбоксинга нашего региона представляли воспитанники Республиканской комплексной спортивной школы Олимпийского резерва под руководством тренера Михаила Сахорова. По итогам чемпионата и первенства сборная Калмыкии привезла домой 3 бронзовые, 4 серебряных и 2 золотые медали. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что это утро было для вас полезным и интересным. И желаю в этом дне вам много сил, удачи во всем и пока-пока!